Конечная остановка «Магаз Назрань». В салонах общественного транспорта есть антисептики и наклейки с напоминаниями о мерах предосторожности в условиях пандемии. Сами водители в медицинских масках. Вот только до приезда надзорных органов все было совсем иначе. Водители маршрутного такси правила безопасности соблюли в знак одолжения сотрудникам Роспотребнадзора. По поводу водителя могу сказать. Маски после машины погрузка маска у нас есть правило постоянно маск. Непосредственно контакт с маской. Сотрудники Роспотребнадзора проводят очередной рейд по маскам. В случае их отсутствия водители обязаны привлечь к административной ответственности за нарушение противоэпидемиологических мер. Ситуация в Ингушетии, по данным оперштаба, немного улучшилась, но это не повод расслабляться, уверяют специалисты. Плотную мадахи, кезик маски, ла цахам бахан сделать кезик лордов, обага адарди дал это бахкол масняр. Да, швашкада, хатаха новый младший положение мечты, цагар арвас, хоч уже маски, хоч уже высок, тикет звуди, базар звуди, шиука, эмфаца звуди, мча звуди маски халис, чуалорвал из душания. Бокол и ханжоха штрафы жети уже в любом случае, водители штрафы, штрафы, да, хо пассажиристы цена оформлять ее. Поняв, что на остановке все уже предупреждены, рейдовая комиссия решила сменить локацию и переместилась на улице Муталиева. И вот тут нарушения пошли одно за другим. Все, тогда обязательно хотел 15 тысяч штраф еще, самый минимальный 15 тысяч штраф. Так, в любом случае, я же соблюдать цедради. Пассажиришка дал объявление халто, без масок не садится или мотить хаиес. Сумма штрафа не маленькая, но это необходимо. Если и такая мера не поможет, у водителей будут изыматься разрешения на пассажирскую перевозку. Если же общественный транспорт принадлежит компании, то штраф достигнет 200 тысяч рублей. Впредь планируют штрафовать и самих пассажиров. Придется отдать 15 тысяч рублей. Может, так удастся минимизировать скепсис граждан в отношении соблюдения элементарных правил. Одни считают, что маски необходимы, другие уверены, что от них нет никакой пользы. Примерно Москва, где все было закрыто, заводы, от и до, мы работали. Почему-то я не заразился этим болезням. Валлахи, бронхитом острый. Валлахи, пневмонию я переболел. Но у меня не было этого коронавируса, который они так народ напугали до такой степени. Маски, что ее... Многие говорят, я не болею, я не должен носить маски. К сожалению, особенность этого вируса заключается в том, что он может протекать бессимптомно. То есть человек заражен, человек болеет, но никаких симптомов этот вирус не вызывает. Конечно же, да, по истечению времени там уже температура повышается, уже в легкие, да, кашель появляется. К сожалению, такие последствия. Сейчас ковид мутирует. Накануне в Ингушетии был зафиксирован новый штамм вируса, который получил название омикрон. Роспотребнадзор предупреждает, что эта болезнь распространяется намного быстрее предыдущих видов. Хотелось бы обратиться к нашим жителям республики, что вышло, да, мы все уже слышим, да, новый штамм омикрон. Он более заразен, то есть он быстрее распространяется, от него быстрее можно заразиться, да. Человек на сегодняшний день, выходя из дома, должен уже находиться в маске. Будь то идет он в магазин или там госучреждение, без разницы, в уютное место, если он идет, он уже должен находиться в маске. Роспотребнадзор заявляет, что подобные мероприятия будут проходить регулярно. Пока это единственный способ призвать население к сознательности в отношении собственного здоровья. Михаил Тангиев, Адам Гулоев, Новости 24.